повреждением здания. Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине или реакторному залу? Задался вопросом Лихачев. Оман предупредил о возможной плавучей мине в Ормузском проливе. Об обнаружении потенциально опасного плавучего объекта в территориальных водах султаната сообщили в Центре морской безопасности страны. Там призвали моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность при нахождении в этом районе. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявлял, что в Ормузском проливе установлены мины, поэтому проход судов должен согласовываться с властями Исламской Республики. В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов. Указ об изменении структуры правительства региона подписал губернатор Глеб Никитин. Основная цель – консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности, подчеркнул он. Никитин уточнил, что речь идет о всестороннем содействии Министерству обороны защите неба в регионе, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые остаются одними из основных целей атак вражеских беспилотников. Министерство защиты объектов будет курировать зампредседателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. Минпросвещение организует для сотрудников СМИ семинары по нормам русского языка. Занятия будут посвящены сложным случаям в системе орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм. Это следует из правительственного документа. В нем отмечается, что результатом реализации программы должно стать соблюдение правил современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в средствах массовой информации и социальных сетях. В Калининграде ученые обнаружили редкий янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет. Вес находки около 14 граммов, сообщили в Музее Мирового океана, куда специалисты уже передали уникальный образец. В России существует всего 2 подобные окаменелости, поэтому эксперты планируют показать экспонат посетителям до конца года. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные: 10 рублей 49 копеек, доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина говорит, Москва. Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться. Проводим ликбез на тему тренировок и питания. В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить?
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот большинство родителей хотят защитить детей. Примерно от всего. От холода, от падения, от опасных ситуаций, людей. Но ведь ребенку нужен собственный опыт, идентификация. Как от полной беспомощности и зависимости подготовить малышей к самостоятельности. Будем говорить сегодня про взросление детей. И заодно поймем, повзрослели ли мы сами и наши родители. Пишите ваши вопросы и рассказывайте о моментах, когда вы поняли, что вы повзрослели или ваши дети. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Также у нас есть трансляция в Ютьюбе, ВКонтакте. Не забывайте про наш бот в Максе. Огромное количество вариантов с нами связаться и посоветоваться. Отвечает на наши вопросы, разбирает ситуации семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, лучше всего, наверное, про взросление детей знают мамы в роддоме, когда смотрят на своего кроху, а потом на какого-нибудь ребенка, которому несколько месяцев, и говорят: ой, вот вы уже такие большие. И в этот момент мама месячного ребенка смотрит на годовасика и говорит: вот вы действительно большие. И нет конца этой цепочки, потому что дальше смотрят на взрослого дядю и говорят: ну, первые 40 лет детства же самые сложные. И, собственно, где эти границы? Как их определять? Когда заканчивается детство и начинается взросление у тебя или у твоих детей? И кто первым взрослеет вообще в этой ситуации? Взросление начинается сразу, как только ребенок появился на свет. Он живет вперед, да, и с каждым днем становится больше, старше. Мы потихонечку, как родители, к этому адаптируемся. Не всегда замечаем эти изменения, да, потому что тратим много психических усилий и ресурсов на адаптацию, а потом раз, да, мы привыкли, что у нас ребенок, например, годовалый, а он уже разговаривает, бегает, хочет все на свете, да, а мы уже немножечко устали адаптироваться, приходится заново адаптироваться. Поэтому развитие идет всегда, и взросление идет всегда. Если мы говорим про границы детства, у нас есть разные способы определять детство, потому что детство — это не физиологический, не биологический феномен, а социокультурный. И само понятие детства, оно не так давно возникло, да, и там, например, в Средневековье ребенок — это такой маленький взрослый, который еще немножко недоделан, он не может делать взрослые дела, да, но нужно его сразу этому обучать. И понятие, что у ребенка есть какая-то отдельная жизнь, отдельное психическое состояние, что он по-другому организован, что его интересы, склонности и ведущая деятельность другая. Да, это очень современная штука. Мы поняли не так давно про это. Можно определять детство, как определяет детство ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения. У нас детство до 12 лет раньше было, а теперь поменяли стандарт, оно до 11. Теперь ввели градации, да, у нас есть младенцы, у нас есть дети с 3 до 11 лет, у нас есть ранняя юность с 12 до 14, у нас есть поздняя юность с 15 до 24, и молодость с 25 до 59. Мы вечно молоды, поэтому мы тоже с вами взрослеем постоянно, потому что мы еще молодежь. Это прекрасно, да, но эти категории не очень-то помогают родителям, да, потому что дети очень разные, очень индивидуальные. Один ребенок в 3 года болтает, играет, бежит везде, раздевается, у него бурная совершенно какая-то деятельность, да, и мы думаем: ничего себе, это просто гигантский человек. При этом он может быть, например, моторно неловок, он может быть очень умный, очень подвижный, да, но он не может никуда залезть, все из рук падает и так далее. А есть дети, которые практически не говорят в 3 года, но у них может быть развита мелкая моторика, они сидят ножницами вырезают, ножиком огурчик нарезают, да, то есть очень разные люди, наши дети, и мы не можем сказать, кто из них взрослее, кто из них больше, кто выше, например, или кто быстрее соображает, кто бегает быстрее, или кто рисует и буквы уже какие-то читает. Непонятно, кто взрослее. Хотелось бы, конечно, чтобы родители, и чтобы родители не перекладывали какие-то, скажем так, свои проблемы на детей, да?
когда, ну вот, ты должен понять, что, значит, мама устала, мама не может это и это, у нас ипотека, и еще 2 кредита. Ну, то есть, и дети начинают... Какие-то возрастные нормы, да, и вообще какой-то учебник по возрастной психологии прочитать придется, если у нас есть дети, чтобы у нас было хотя бы общее представление о том, что, например, мозг, да, ребенка до года переполненный нейронами, отвечающий сразу за все. Это бешеный этап развития, да, и, кстати говоря, часть нейронов после года отомрет, окончательно их не будет в мозге. Наши дети рождаются с избыточным количеством нейронов на всякий случай, что если что-то случится, были нейроны на замену. Если они не пригодились, они закончатся, да. Это один человек, да. Дальше ребенок, у которого стартует прекрасно там интеллектуальное развитие, он может быть при этом с очень-очень незрелым волевым развитием. Его вообще лобная кора зреет долго, префронтальная кора зреет до практически уже взрослого возраста, до конца института. Это совершенно другой человек, он на нас не похож. Если мы будем 3-летки говорить про кредит, он, конечно, нам, наверное, посочувствует, да, не очень искренне, потому что он не знает, что это такое, вот, но вряд ли как-то поменяет свое поведение, потому что он не может. Если мы говорим про подростков, прекрасных, интеллектуальных, которые все уже понимают, про все почитали, всю экономику страны поняли, преисполнились, ну, просто вот гении, да, но их гормональное, например, состояние, их эмоциональный дисбаланс не позволяет в должной мере регулировать свое поведение. Они бы и рады и про кредит послушать, и маму пожалеть, да, но вот проснулся у нас подросточек с утра, а у него давление упало. И он не может ни проснуться, ни вертикализироваться, ни пойти никуда. Мама ему говорит: я вот для тебя стараюсь и так далее, да, ты же уже взрослый кабан вырос. А взрослый кабан лежит, вращает глазками, и у него давление 60/40, потому что шейные сосуды еще не выросли, а голова и тело выросли. И вот он лежит беленький, красивенький, да, улыбается, пузырики пускает буквально, да, и мама бегает вокруг и кричит: ты же взрослый человек, возьми себя в руки. Встань, а он не может. Да, то есть вот про это важно знать. Это наша родительская ответственность. То есть прям почитать про возрастные изменения, что происходит с телом, что происходит с психикой, что происходит с духовным развитием ребенка, да, что происходит с психологией. Ну вот общий абрис надо бы себе набросать. Это не значит, что ваш ребенок будет развиваться четко вот по этой схеме, что вот в 3 года наступит кризис 3 лет. Нет, у кого-то в 2, у кого-то в 4, а у кого-то он пройдет смазанно. Что ровно в 12 или в 13 наступит подростковый кризис, а у кого-то сюрприз в 18, да, когда надо в институт поступать. То есть ваш ребенок будет развиваться индивидуально, но стадии развития и определенные особенности психофизиологии надо бы знать заранее. Ну, а вот что касается защиты и желания родителей защитить детей. Понятно, что есть родители, которые, скажем так, в силу обстоятельств действительно делают так, что дети раньше времени становятся взрослыми и начинают помогать родителям в случае, если, например, многодетная мать осталась одна, и старшему сыну приходится, по сути, брать роль взрослого человека, да, по сути, отца всего семейства, и начинать работать раньше, начинать ухаживать за другими детьми и помогать матери. Но в базовой версии все-таки родители стараются защитить детей от всего. От случайного падения, от того, чтобы он слишком долго завязывал свои собственные шнурки, чтобы он в этот момент не зажарился, потом его не продуло на улице, когда он выйдет. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Что просто вот сыночка-корзиночка хочется защитить от всего. Ну и девочку-принцессу тоже. Здесь немножко нужно быть чуть более честным с собой. Мы в этот момент защищаем или слушаем свою тревожность, или просто не можем вынести, не можем вытерпеть того, что все это происходит так долго, так медленно и так некрасиво. То есть, конечно, иногда вопрос про защиту, он даже не стоит, мы его не успеваем осознать. Наш окситоцин так работает, да, что свой не просто ребеночек хорошенький, красивенький, но надо отгонять от него врагов. Окситоцин повышает агрессивность у самок, потому что, не дай бог, кто-то протянет руку к нашему чадушке, да, руку надо откусить,
нужно превратиться в воина, в мать-волчицу и защитить своего ребенка. Это нормальная история, гормональная, очень объяснимая, да. Вот это про защиту. Если кто-то нашего ребенка обижает, если он не может справиться с какой-то жуткой ситуацией, нам хочется вмешаться и так далее. Но, добрая половина, если не больше ситуаций, это не про защиту, а про то, что мы не можем справиться со своим эмоциональным состоянием. Нам невыносимо смотреть на то, как развивается наш ребенок, и это развитие идет по очень какой-то извилистой траектории. Нам хочется, чтобы он из точки А в точку Б попадал с максимальной эффективностью. Дали ему шнурки, он их завязал. Сразу. Дали букварь, он его прочитал. Назвали слово, он его запомнил и во всех вариантах использовал в речи, в распространенных предложениях, сложно подчиненных с депричастными оборотами. А нет, наш ребенок картавит, наш ребенок странные какие-то звуки произносит, наш ребенок сидит со шнурками и запихивает их в нос там, и так далее. Да? Это не вопрос защиты, это вопрос нашего просто отсутствие ресурсов, давайте будем честными. Да? Нам иногда рекомендации родителю, да, не про то, как защитить или не защитить ребенка, а про то, как не смотреть на то, что делает ребенок в данный момент. Может быть, подышать, водички попить, подождать. Снять свою собственную шубу, не париться с ним вместе. Конечно, в коридоре. видосик смешной снять, да, потом ребенку показать лет в 28, когда он уже не будет мерзким подростком, а когда он будет смеяться над всем этим. А может быть, еще мы вспоминаем, скажем так, себя в этот момент, и нам кажется, что мы-то сразу шнурки научились завязывать. Вот действительно, нам только дали пару обуви со шнурками, и мы сразу ее и завязали. Еще мастер-класс показали своим собственным родителям. И уравнения с экзаменом научились решать тоже, значит, одним днем. Это удивительное когнитивное искажение, которое помогает нам, взрослым, не сойти с ума до того момента, да, до которого мы доросли. Наша память отсекает, амнезирует, забывает, затирает очень многие неприятные моменты. Не кризисные, не какие-то травмирующие, да, жесткие ситуации, а просто такую вот текучку. Что-то такое, да, где нам было трудно, где нам было неприятно, где мы очень долго возились с каким-то навыком, да, мы про это забываем. Невозможно все это помнить, мы просто сошли бы с ума. Вот к нашему нынешнему возрасту. А остается только факт. Навык есть, сформирован, да, шнурки завязываем, уравнения решаем, ложку в рот приносим нормально, четко по центру рта, да, и даже не возникает мысли, что мы этому очень долго учились. Более того, какие-то навыки мы даже не знаем, не помним, как мы им обучались, да, потому что мы были очень маленькие, просто не осталось воспоминаний. И нам кажется, что мы алгоритм-то понимаем, мы сейчас ребенку донесем, и вот с одной стороны, да, мы же видим, он достаточно крупный, достаточно взрослый, хоть ему там 3 месяца, хоть ему 3 года, хоть ему 13, хоть ему 23. Мы сейчас покажем, как, и все будет. А нет, да, и у бедного родителя создается в голове такой странный пазл из разных совершенно фактур и текстур. С одной стороны, я вижу, мой ребенок достаточно взрослый, и он мог бы освоить этот навык, а с другой стороны, он какой-то вот маленький, какой-то он никак не может это сделать, наверное, он совсем малыш. И родитель постоянно принимает решение. Вот в данный момент мой ребенок какой, взрослый или не взрослый? И от этого иногда становится страшно. Сколько раз на дню мы, как родители, принимаем это решение. Это бывает прямо ого-го, как сложно. А если детей несколько, и один из них взрослее, а другой младше? Могут тут быть какие-то когнитивные искажения по восприятию детей разного возраста в одной семье? Мне очень нравится одно исследование, которое выясняло восприятие роста младших детей, как мамы воспринимают, какого роста их младшие дети. И вот в среднем на 7 сантиметров ниже оказались дети в глазах своей мамы, хотя на самом деле они были на 7 сантиметров выше. Да? Это младшие, да? Младшие, да. Мы воспринимаем ребенка как маленького психологически, и, соответственно, он у нас уменьшается и по росту. И это довольно забавно. Это действительно много таких искажений. Иногда, кстати говоря, на место младшенького, место именно, да, попадает не младший по возрасту, а, например, там самый слабенький, кто дольше развивался, у кого были какие-то проблемы, трудности в детстве. И в моей практике бывали семьи, где там 3-4 детей, но на позиции младшего не самый младший, а какой-то другой ребенок, с кем пришлось подольше повозиться. Вот. Вот как будто бы девочки быстрее взрослеют. И в глазах родителей тоже. Это тоже такая общественная норма, что девочки быстрее взрослеют, потому что от девочек требуют больше каких-то организующих навыков. То есть не шуми, возьми себя в руки,
занимайся чем-то тихим, чем-то приемлемым, да, не кривляйся и так далее, да, то есть... Помогай маме по дому. Ну, например, да, исполняй какие-то обязанности. А мальчишки, ну, что мальчишки? Это культурная норма, не во всех странах так, у нас в стране вот так, да. Это не значит, что там девочки быстрее растут. Есть некоторый дисбаланс в раннем детстве, да, кто быстрее начинает говорить, девчонки в среднем быстрее начинают говорить, да, но это не правило, ваш мальчик может заговорить и 8 месяцев, пожалуйста, да, это так тоже бывает. Но именно ожидания от девочек формируют некоторое поведение у самих девочек. Если мы будем формировать то же самое поведение у мальчиков, они прекрасно будут развиваться точно так же. Ну, то есть это все-таки общество насаждает определенные стереотипы и ожидания, поэтому некоторым девочкам приходится взрослеть чуть постарше. Есть еще исследования, которые показывают, ну, не прямую взаимосвязь, но корреляцию между выполнениями домашних обязанностей, то есть дети, которые выполняли регулярно домашние обязанности, во взрослой жизни становятся более успешными и более удовлетворены своей жизнью, потому что у них сформирован навык ответственности. И так получается, что действительно, да, какие-то домашние обязанности чаще достаются девочкам, регулярно, я имею в виду, домашние обязанности, да, не ситуативные какие-то, помоги, подержи, там, поднеси, унеси и так далее, да, вот ты отвечаешь, не знаю, за вынос мусора, ты отвечаешь за кормление рыбки, ты отвечаешь за то, чтобы книжки были расставлены там в алфавитном порядке и так далее, да, вот тебе делегируется, ты это делаешь и тренируешь такую мышцу ответственности, да, если тебе какое-то дело дали, ты за него отвечаешь целиком и полностью и несешь ответственность и последствия, да, если ты чего-то не сделал, то ты будешь каким-то образом компенсировать. Ну и какой-то травматичный опыт тоже способствует взрослению, какие-то глубокие эмоциональные переживания, если у кого-то в детстве, к сожалению, они случаются, то, наверное, тоже ускоряют эти процессы. Не всегда, да, это один из путей. Кто-то может, наоборот, застрять, инфантилизироваться и остаться в возрасте своей травмы эмоционально, да, и замедлиться в развитии, а кто-то вынужденно компенсирует, да, какие-то потери вот таким образом, да, берет на себя ответственность. Иногда становится как бы родителем, своим родителем, да, такое мы наблюдаем в семьях алкоголизированных, в семьях, где родитель там болен депрессией, где не может отвечать полностью за какие-то взрослые дела, да, и это психологически перекладывается на ребенка. Ребенок выслушивает своего родителя, жалеет, покрывает в обществе, да, делает вид, что в семье все нормально, и таким образом пропускает очень важные этапы своего собственного развития. Да? Он может вместо того, чтобы играть, например, заниматься уходом за братьями и сестрами, вместо того, чтобы заниматься, например, учебой и активным общением со сверстниками, думать, где бы подработать денег. Потом такой ребенок вырастает, детство и в 40 лет закончилось. покупает мотоцикл. А удовлетворение все равно не приходит, да, потому что в то время, когда нужно было получать определенные навыки, он их не получил, он получил что-то другое. И вот есть эта компенсация за счет, ну, скажем, игрушек уже во взрослом возрасте? Это, в случае, если есть возможность, конечно, материальная. Это такой способ действительно, да, ну, что-то где-то доиграть, но, к сожалению, мы уже сформировались, да, там в 40 лет мы уже сформировались как личности, и бывает, ну, сложно, да, скорее психотерапия помогает, не мотоцикл. И у кого-то гитарный усилитель, все, кому что больше нравится. Свои игрушки в каждом возрасте. Но и вот вы уже сказали про подработать, а вот ваше отношение к тому, чтобы рано начинать работать детям. Поделюсь своим личным опытом. В 11 лет у нас школа предоставляла возможность действительно работать летом. И так как я была городским ребенком, и мне, например, в общем, все мои перемещения были от библиотеки до библиотеки. Мне показалось, что это очень классный опыт. Во-первых, мы останемся вместе с друзьями. Я буду не одна летом. Ну и, конечно, вот в 11 лет мы там высаживали какие-то цветочки. И надо сказать, что это потрясающее вот ощущение. Ну, потом, конечно, работа и продолжилась. В общем-то, я там работаю действительно с 14 лет. И мне кажется, это те навыки, которые, ну, скажем, помогают всю жизнь, да, и коммуникативные навыки, и навык ответственности, и знать, что такое работа, взрослые правила и так далее. Хотя, конечно, ну, к детям, безусловно, относились как к детям, со всеми поблажками, ну, я уверена. Но, тем не менее, вот ваше отношение, скажем так, в общей истории, то есть мое субъективное восприятие очень, очень такое позитивное.
Это классный опыт ответственности, это классный опыт коллективного труда, когда он посилен и когда он возможен для детей определенного возраста. Мы не можем всю ответственность передать человеку в 11, в 12 лет. Он не несет материальную ответственность. Да? Давайте заглянем в Уголовный кодекс. Там не просто так некоторые статьи, да, с ограничениями по возрасту, большинство статей, потому что ребенок не может целиком и полностью нести ответственность за себя, за свои действия в силу своих психофизиологических особенностей. Он более импульсивен, он хуже планирует, у него меньше опыта там, и так далее. Да? Но какой-то труд — это хорошая штука, которая помогает увидеть, что, во-первых, я что-то вложил, и есть результат. Да? Я посадил цветочек, цветочек растет, а в конце я получаю деньги. Они не выпадают из черной трубы. Да? Это результат моих усилий. Я кому-то помог, мне сказали спасибо. Я что-то сделал, да, и это что-то принесло пользу. Такие штуки очень сложно объяснить теоретически, их важно прожить на практике. Иногда это работа, иногда это регулярная какая-то помощь внутри семьи, по семейным делам, там, кто-то на даче помогает, кто-то бабушке супчик варит там, и так далее. Да? То есть, но это все равно такая вот работа, у которой есть понятный результат и понятная зона ответственности. Вот тебе это дали, ты должен сделать столько. Да, вот в конце получится вот то-то, да, не что-то там абстрактное, да, вот конкретный результат. И я сейчас вижу, что, наоборот, многие родители стараются оградить детей от работы, как бы защитить, да, вырастут, поработают, все будет там, да, когда они закончат институт и так далее, и стараются не дать им этой возможности. И потом приходят там ко мне на прием или к моим коллегам, говорят, вот ему 15, он сидит в телефоне, в компьютере, ему ничего не надо, он ничего не хочет. Он хотел немножечко раньше, да, но не дали такой возможности, не дали возможности почувствовать себя взрослым и ответственным, получить свои шишки. Если ты цветочек не посадил или затоптал, да, то с тебя спросят за этот цветочек, наверное, вот, и так далее. Но вот этого опыта очень мало, и очень много умозрительного опыта и какого-то представления у наших детей, да, у подростков особенно, что вот я в точке А без навыков, ничего не пробовал, ничего не умею, и вот я в точке Б с заработанным миллионом. И знает меня вся страна, все меня любят, все ко мне хорошо относятся. То, что между точкой А и точкой Б... Должно пройти 10 тысяч часов? Конечно. И очень много разных действий, о которых наши там дети, подростки даже не подозревают, да, потому что они не очень понимают вообще, как это все происходит, они мало знают о профессиях, они мало знают о том, какие усилия нужно предпринимать, и не имеют этого самого опыта ответственности, да, и вот у них такая фантазийная история. Родителя это очень сильно может напрягать, потому что, с одной стороны, родитель ждет то же самое, да, что вот вначале у меня ребенок, который там туда не пойдет, сюда не пойдет, потому что я его защищаю, а в конце в 18 он со сформированными навыками выходит во взрослую жизнь, готов снимать квартиру, подрабатывать, там учиться, готовить себе еду и так далее. Так не бывает, там тоже очень-очень длинный путь, поэтому такой образ взросления, его тоже надо в своей голове простраивать, а как это будет происходить по шагам. То есть ранний старт трудового пути не должен так сильно пугать родителей? Важно попробовать, посмотреть, да, что ребенок может быть, взять тянет. на работу к себе, имеется в виду родителям, может быть, взять ребенка к себе на работу и просто показать, как все устроено. Если есть такая возможность, это прекрасно. Многие дети даже не подозревают, кем работают их родители, потому что родители не в состоянии объяснить. Отлично. Сегодня говорим о взрослении детей, что помогает, а что, наоборот, тормозит этот процесс. И продолжим сразу после новостей. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 19:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Польше призвали НАТО серьезно отнестись к словам Медведева о безопасности Евросоюза. С предупреждением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирному сну граждан Евросоюза пришел конец. Написал он в соцсети X. Так политик отреагировал на заявление зампредседателя Совбеза о вступлении в одностороннем порядке европейских властей в конфликт с Россией. Дмитрий Медведев подчеркнул, что жители стран ЕС, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
В Белгороде возобновят мобильный интернет и уличное освещение. Распоряжение отдал в Рио губернатор Александр Шуваев. Об этом он сообщил после совещания оперативного штаба. Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера подключить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, написал Шуваев в мессенджере Макс. По словам губернатора Белгородской области, в районах и муниципалитетах решения о восстановлении освещения и связи будут приниматься с учетом оперативной обстановки. Автомобили «Мерседес» могут исчезнуть с рынка США из-за законопроекта. Документ ограничивает в стране деятельность китайских автомобильных компаний. Информацию опубликовал американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли. В Конгрессе рассматривают новый двухпартийный закон, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, импортировать, продавать или производить машины для продажи в Соединенных Штатах. Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz остается государственная китайская автомобильная компания Base. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, сообщили в Минпросвещения. Норма внесена в приказ ведомства. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых 8 классов проходит сейчас в пилотных регионах. Затем поведение детей будут оценивать еще в 10 школах каждого субъекта страны. В ночь на 31 мая можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние месяца под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу завтра, в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут его увидеть только в декабре 2028 года. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 14, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина говорит «Москва». Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely. Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение. Дамы и господа, заводите свои моторы. Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня говорим о взрослении детей. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Это все каналы для связи с нами. Также у нас есть чат-бот в Максе, и смотреть нашу трансляцию можно в видеоверсии в Ютубе или ВКонтакте, а также в Телеграме, для того, чтобы написать свои истории. Может быть, сейчас, в этот самый момент, ваши дети взрослеют, и вы не знаете, что делать. На этот вопрос нам подскажет ответ семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И вот в первой части программы мы тут уже, в общем, поговорили о том, что мы взрослые, себя, не совсем адекватно оцениваем, да, нам кажется, что мы сразу всеми навыками овладели, а вот наши дети почему-то медленно, долго и так далее. А с другой стороны, нет ли ощущения, что они сейчас должны, наоборот, быстрее или, наоборот, медленнее овладевать какими-то навыками? Вот есть технологии, все так быстро, и пользоваться теми же телефонами они умеют лучше, чем большинство взрослых. А с другой стороны, как-то вот детство удлиняется, да? И ВОЗ нам удлиняет саму молодость, и как будто бы вот это детство растягивается, инфантильные периоды. Что касается продления детства, да, это действительно происходит. Это происходит потому, что, в принципе, люди стали жить дольше. Если мы живем долго, нам нужно удлинить активные периоды детства и юношества, и молодой возраст, да, а не продлить нашу пенсионную жизнь, да, такую с недомоганиями. Действительно, какие-то навыки. Мы не можем сказать, что как-то радикально сбилась схема, и все навыки по-другому выстраиваются, да, но какие-то навыки выходят на первый план. Действительно, сенсомоторный интеллект у маленьких детей сейчас, да, если вот там по тестам мерить, там, померили бы наш, да, вот моего возраста, я 80-го года рождения, или там современных детей. Дети лучше понимают, на какую кнопку нажать, что с чем соединить и так далее, потому что к ним попадают в руки те предметы, которые развивают именно эти навыки. Но при этом может где-то подтормаживать речевое развитие, потому что нет речевой среды, нет культуры такой уже разговорной, когда постоянно... Нет чтения книг больших, толстых, длинных, когда воображение работает, когда ты не смотришь эти мультики. Да, сворачивается часто игровая деятельность не потому, что дети не могут играть, не потому, что у них нет потребности, а потому, что нет среды, нет такой возможности, нет, опять же, вот этой культуры долгой игры в специально отведенном месте, да, когда есть какое-то пространство конкретно заточенное под игру. Родители сейчас очень много уделяют внимания досугу и развлекалову. То есть вместо того, чтобы дать ребенку поскучать и дать необходимую вот эту самую какую-то, да, вот мотивацию к игре, к тому, чтобы пойти к какому-то другому ребенку, установить коммуникацию, что-то вместе придумать, родитель придумывает за. Соответственно, если мы какую-то часть развития вынимаем и занимаем с собой, да, нашими развлекушками, ребенок этого недополучает. Мы не знаем, как это отразится, хорошо или плохо на его дальнейшем развитии. Мы просто можем констатировать, да, какие-то вещи выпадают. Просто потому, что, с одной стороны, общество навязывает, с другой стороны, есть некоторая культура потребления сейчас. Если твой ребенок там не сходил в один игровой центр, в другой игровой центр на 4 секции, и потом еще не позанимался английским с репетитором в свои 3,5 года, то, наверное, мы, как родители, неуспешны. И нам очень сложно принять, что мы не делаем ребенка старше в этот момент, умнее, мы не занимаемся его развитием, мы занимаемся обслуживанием собственных неврозов, тревожности, да, и каких-то ожиданий общества. Не про ребенка речь. Ну, сейчас вроде бы многие родители, наоборот, пытаются ребенка развивать, то есть не только развлекать, но и развивать. И если посмотреть на расписание некоторых детей, то оно покруче, чем у топ-менеджеров гигантских корпораций. Там и английский, и китайский, и арабский, и математика, и шахматы, и программирование, и искусственный интеллект. Там огромный список всего, что только можно представить себе. Здесь надо ориентироваться еще и на возраст ребенка. Если мы говорим про малыша,
то действительно есть исследования, которые показывают, что билингвам проще освоить оба языка, да, но для этого действительно нам нужно выстроить определенную структуру, определенную схему, да, и разговаривать на двух языках, вести быт на двух языках. Если мы способны это сделать, да, наверное, там нашему ребенку будет проще. Не на 22, да, на 2. Вот. Но с взрослением это как-то связано или нет? Вот если мы говорим... Опять же, это нам кажется, да, что связано. Мы стараемся нагрузить ребенка, потому что мы не знаем, что с ним делать. Очень многие родители говорят: я не умею играть со своим ребенком, я не знаю, мне страшно, мне неприятно, я не люблю, я не хочу взаимодействовать. Я знаю, что я могу составить расписание, оплатить кружки и так далее, да, возить его, заниматься логистикой. Очень многие мамы испытывают ужас от того, что я проведу со своим ребенком 3 часа, и мы будем делать ничего. У нас, кстати, есть шикарный с вами эфир на эту тему «Игры с детьми». Я всем рекомендую зайти на сайт и найти в архиве. Ну вот внутри родителей сидит вот эта какая-то червоточина, которая там разъедает родителей изнутри. Как же вот мы упустим 3 часа жизни, это будет неэффективно, я не вложу в своего ребенка ничего. А не надо ничего специально вкладывать. Ребенок взрослеет в любом случае. Он родился вперед. Я напоминаю, да, мы с вами в первой части программы про это говорили. Он растет, развивается, даже если вы его не развиваете и не растете вместе с ним. Да, если он поиграет, ну, и мы говорим, опять же, мы смотрим на возраст, если мы говорим про ребенка дошкольника, игра, ведущая деятельность. И мы ориентируемся на это. Он должен играть, неистово играть со сверстниками, с мамой, с папой, со взрослыми, сам с собой, с собачкой, с камушком, с карандашиком, со всем, что попадается, да, в зависимости от. Чаще это туалетная бумага и шуршащие салфетки. Но если мы говорим про возраст, да, развития предметной игры, там, про полуторагодовалого человека, да, обязательно. Если мы говорим про 6-летку, когда очень сильно развивается воображение, когда вот у многих детей нет даже вот какой-то границы между реальностью и игрой, ребенок продолжает жить в своей выдуманной игровой реальности там несколько дней. Вот я собачка, да, я играю в собачку сегодня, завтра, в понедельник, в четверг и в пятницу там, да. Вот, и все обращайтесь со мной так. Это момент игровой. Важно его не упускать. Если мы говорим про ребенка школьного возраста, младше школьного возраста, да, помимо того, что учебная деятельность для него очень важна, научиться подчиняться авторитету. Если мы говорим про младших школьников, то восприятие правил, организация чего-то, да, вот как правильно, как неправильно, да, и как выстроить свою совесть. Вот это важная штука. Если мы говорим про подростка, то его ведущая деятельность, это общение со сверстниками. Референтной группой становятся сверстники, а не мама и папа со своими правилами. И когда мы приходим и говорим там 14-летнему человеку: тебе надо учиться, у тебя там скоро 9 класс ОГЭ и все остальное, да, ты должен сидеть, я в твоем возрасте от книжек головы не поднимала. А ребенку в это время нужно общаться с такими же, да, и быть принятым этим сообществом сверстников. И воспринимать какие-то культурные коды, которые нам кажутся чудовищными, которые нам кажутся тормозят развитие ребенка, что он там не взрослеет, он слушает какую-то музыку, надевает какую-то странную одежду, смотрит тиктоки, там, ну вот что-то такое делает, а он занимается тем, что вообще природа в него заложила. Он старается вписаться в общество. И это самое важное, а не, увы, не сидение над учебниками. А что болезненное для родителей? Что более болезненное для родителей? Это первая любовь в детском садике? Это когда ребенок в подростковом возрасте перестает с тобой соглашаться, или когда, опять же, он там сам пытается завязать себе шнурки, или когда он поступает в институт и съезжает от родителей? Здесь у кого какой собственный травматический опыт и какие ожидания, да? У нас иногда очень рано складываются, у нас еще нет никакого ребенка, но у нас складываются ожидания, как он будет развиваться, что мы будем с ним вместе делать, что нам будет интересно, да, и мы, естественно, в этой картинке представляем, что мы все делаем вместе, иначе зачем? А потом вдруг каким-то чудесным образом он вырастает, уходит, создает свою семью, да, и живет счастливо. А путь развития и ребенка, и наших взаимоотношений с ребенком — это обязательный путь кризисов. Подчеркиваю слово «обязательный». Без кризисов не бывает новообразования, то есть не бывает настоящего взросления. И поэтому у кого-то заканчивается терпение, да, именно там в детсадовском возрасте. Даже не потому, что первая любовь у ребенка случилась, да, а потому что ребенок шебутной, потому что он не удерживает долго в голове инструкцию. Ну, он
послушал, головой кивнул, побежал, полевое поведение включилось, потому что вокруг девочки, игрушки, мальчики, все сверкает, да, и так далее. Вот. И мы этого не выдерживаем, нам хочется как-то вот собрать ребенка, встряхнуть, сказать: мобилизуйся, у тебя есть задача, выполняй ее, да, и нам это сложно вынести. А кого-то может родителей, да, в ужас привести именно школа, потому что было представление, что мы сейчас ребенка научим, мы его отведем на курсы подготовки к школе, он будет читать, писать. И это самое важное. Ребенок приходит в 1 класс, ему там совершенно неинтересно, потому что он умеет и читать, и писать, и считать, и заниматься ему там нечем. Но у него не развиты организационные навыки, он не может принести столько вещей, сколько унес с собой в школу. Портфель наполовину растерян, да. А голову не забыл? Да, мы взываем к совести ребенка. Что же ты? Я покупаю тебе там дорогие ручки. Ты же взрослый человек, ты уже школьник, да? Посмотри на себя в зеркало, вот на тебе ранец, форма, ты же школьник. Отвечай за свои вещи. А ребенок не может отвечать за свои вещи, потому что эти навыки никто не развивал. Или не может отпроситься в туалет, не может построить коммуникацию со своими сверстниками, потому что он не знает, как, например, о чем-то договориться. Не было у него такого опыта, да? И это может родителя привести в полнейшее замешательство. Если мы говорим про подростковый возраст, частые ожидания, да, это вообще такая великая иллюзия. Человек большой, он с нас ростом. Иногда выше. Он рассуждает про умное, да, и родителю кажется, ну вот, он же равен мне, да, и он же должен так же, как я, хорошо предсказывать последствия своих действий, отвечать за них. А нет, не получается, да, потому что у нас много опыта, у подростка много гонора, представления о том, что я все могу, передо мной все дороги открыты, я уже действительно большой, а опыт очень-очень скудный. И поэтому, да, подростки иногда делают какие-то чудовищные с точки зрения родителей вещи, чудовищные глупости, какие-то безответственные выходки. Уже, казалось бы, вот сегодня там с утра мы разговариваем про экономическое устройство Древней Руси, да, а потом ребенок звонит из школы и говорит: мама, я потерял проездной, у меня нет денег, я звоню с чужого телефона, потому что у меня разрядился телефон, я хочу есть, забери меня. Да, и мы напоминаем: слушай, тебе 14, тебе 15, позаботься о себе сам, да, ребенок в полной растерянности рыдает и говорит: я не могу позаботиться о себе, у меня все плохо, и все пошло не так. То есть вот это вопрос, да, взросления, он всегда через кризис, да, бывают откаты, бывают какие-то неустойки, бывают какие-то сложные моменты. Нам, как родителям, важно помнить о том, что развитие все равно направлено вперед. Есть там шаг назад, да, но шаг вперед тоже будет. Взросление — это долго. Это не раз утром, да, встал у нас прекрасный молодец или прекрасная девица и говорит: мама, я готов тебе помогать, слушать все мудрые рекомендации, быть в ладу со своей волевой сферой и вообще на 100% отвечать за себя. Ну, давайте честно, вот я всегда родителям говорю: давайте вспомним себя, вот себя взрослых, умных, уже давно-давно развитых, уже давно-давно ответственных. Ну, бывает же такое, просыпаешься с утра и думаешь: а может позвонить на работу и сказать, что я приболела, и не пойти никуда? А может... Освобождение от физкультуры, конечно, да. Как, или как соврать родственникам, что мы не хотим идти к ним, не потому что они плохие или еще что-то, а сил нет. Ну, нету сил к ним идти, да. Мы звоним, что-то там придумываем, выдумываем. В этот момент в ладах со своей волевой сферой, ну, так себе, да. В этот момент взрослые, ну, тоже так себе. А наши дети еще даже не доросли до нашего возраста, не набили своих шишек. А вот здесь вот следующий тогда вопрос. А вообще дорастут ли? Потому что общество как будто бы, ну, скажем, потворствует тому, чтобы это взросление и не наступало. Ну, то есть, скажем так, взросление человека, который, как вы уже сказали, в быту может себя сам обеспечить, оно хотя бы воспринимается какой-то автономностью, да? А, скажем, сейчас развиты сервисы доставки, клининг на аутсорс, пожалуйста, все, что хочешь. И, по сути, получается, как будто взрослый человек не может даже минимальную базу себе обеспечить в быту элементарно. Ну, какой он взрослый? Угу. А ему 45 уже. Это вообще большая проблема, опять же, культурная проблема, да, что считать критериями взросления. Потому что, например,
там, поколению моих там, бабушек и дедушек, да, ну, условно говоря, там, в 14 лет это были взрослые люди, которые поступали в ремесленное училище, уезжали там в другие города. Да, Да, и в 40 лет у них уже были внуки, а у кого-то сейчас только первые дети в 40. Конечно. А у кого-то и нет Критерии взросления подвижны. Да? В общем и целом, конечно, мы говорим, что взрослый человек, это который несет ответственность за свои поступки, в том числе и уголовную, она прописана, да, в законе. Человек, который может себя так или иначе накормить, полечить, отвечать за свою гигиену разными способами. Кто-то сам приготовит, а кто-то заработает и закажет, да, но он может эти функции для себя выполнить и может создать долгосрочные отношения, в которых он тоже несет ответственность за себя, за партнера и за отношения. Угу. То есть, если взрослый ребенок женится или выходит замуж, то чисто гипотетически вот с этого момента можно считать, что все, у них уже своя семья, мы туда не лезем, они как-нибудь сами. Или тоже так резко не получится? Ну, многие родители не согласны с этим, просто потому что не могут остановиться и стараются причинять добро до пенсии как в том своих детей. анекдоте, да, где приходит мать сына, который недавно женился, открывает своим ключом и говорит: ой, ему же так неудобно. Такое тоже бывает, конечно, над этим, да, и общество шутит и так далее, но, в принципе, наша родительская задача, да, увидеть, что, ребенок может жить один, может себе заработать, может себя довести до там, поликлиники, до МФЦ, оформить какие-то документы. И если он вступает в отношения, да, у него есть представление о том, что в отношениях не есть только я и мои интересы, и все остальные меня обслуживают, а есть какие-то есть какая-то часть, да, неприятная, где нужно действительно отвечать за свои слова, поступки, действия и так далее. И он это выдерживает. Он это выдерживает эмоционально, он это выдерживает на уровне своего поведения, он это выдерживает там, и финансово, ну, в разных аспектах. Вот чтобы к этому прийти, нам сначала, да, очень важно увидеть, что внутри семьи ребенок способен это делать, то есть что он действительно сепарируется по всем фронтам. Не просто физически бежит и говорит: все, 18 лет исполнится, я паспорт схвачу и убегу от вас, да, куда-нибудь там в темный лес. А что он в состоянии представлять какое-то будущее, его планировать, идти к этому будущему, да, то есть если у него есть представление, что я хочу жить отдельно, да, как я буду это делать. Мне для этого нужно работать, мне для этого нужно определенные навыки, определенные сбережения там, и так далее, да, я там знаю, где искать квартиру, как все это выглядит. Если ребенок, нам опять же кажется, да, что он там взрослеет или не взрослеет, мы не очень понимаем, да, как он там сепарируется. Если ребенок говорит: вот я, например, мне нравится там девушка, да, и мне хочется ее чем-то порадовать. Мам, дай денег. То, наверное, да, мы можем дать обратную связь. Слушай, это не очень по-взрослому. Это не очень взрослое поведение, да, это нормально для детсадовца, для там младшеклассника и так далее, да, если ты хочешь порадовать человека, который тебе близок, пожалуйста, у тебя есть возможность заработать и порадовать на собственные деньги. Да? Это экономическая такая сепарация, что ребенок способен отнести документы в приемную комиссию сам, зарегистрироваться на госуслугах и подать какие-то, да, заявления самостоятельно. А вот выбрать себе профессию сам. Здесь же родители тоже не всегда позволяют этому взрослению случиться. То есть он, может быть, хочет, но нет, там, в актеры не пойдешь, иди в инженеры, или наоборот, не ходи в инженеры, иди в токари. Ну, это действительно всегда такая сложная штука, потому что мы представляем набор профессий, которому нас учили, да, в современном мире все по-другому. Профессии меняются, и более того, есть огромное число профессий, названия которых мы, там, мое поколение, не в состоянии осмыслить, потому что мы не можем объяснить, что это такое. Мы никогда не видели это изнутри, да, вот там, условно, когда я училась в школе, нам показывали некоторые профессии, как выглядит швея, там, токарь или еще кто-то, да, мы понимали, что есть станок, есть там швейная машинка, ну, вот эти люди делают какое-то что-то производственное, да, а сейчас постиндустриальная экономика, люди производят услуги и генерируют смыслы, чего, да, ну, поэтому мы немножко, такими веригами висим на наших детях и втолковываем свое представление. Но, с другой стороны, у детей тоже может быть недостаточно опыта. Вот наша родительская задача — дать профориентацию, то есть сводить к психологу, который профориентацию проведет, записаться, помочь, да, ребенку там подсказать, что есть дни открытых дверей в вузах, на предприятиях. Очень многие компании делают такие, да, экскурсы. Вот ходи,
Смотри, води носом, прикидывай, делай, да, примеряй на себя и выбирай не просто вот задней левой пяткой, а основываясь на каком-то опыте. Вот это мы можем предоставить. Мы можем привести на этот водопой, на разные водопои, на 128 водопоев. Вот, а заставлять пить уже очень-очень проблематично, потому что мы даже не можем дать гарантию, что к концу обучения ребенка, например, в вузе, эта профессия сохранится, что она вообще останется. А претензии предъявят кому? Давайте подумаем, если мы заставили своего ребенка пойти учиться на профессию, которой нет. Ну, чем дольше хожу к психологу, тем хуже становится мое детство. Этот анекдот тоже не на пустом месте, в общем, вырос. И действительно, что бы ты ни сделал, все равно потом дети придут тебя прощать к психологу. Но если отбросить шутки, вот хорошо, случилась, допустим, сепарация. Вообще, можем ли мы говорить, что оно случилось, если, хорошо, вырос, в институт поступил, работу нашел, и пропал, и не звонит, и вот живет своей жизнью. Это хороший сигнал? Это значит, что, ну, скорее всего, все нормально? Или это тоже какая-то детская позиция, что... Ну, это значит, что у нас не получилось выстроить отношения. Ведь если мы говорим про поведение привязанности, в биологическом смысле привязанность нужна младенцу, привязанность нужна малышу, привязанность нужна до подросткового возраста. Потом, с биологической точки зрения, никакой привязанности уже не надо. Это два отдельных человека, которые могут подружиться, которые могут выстроить уважительные отношения, а могут не подружиться и ничего не выстроить. И тогда ребенок просто ждет возможности, ну, куда-то деться, да, и не общаться с нами, потому что мы ему не интересны, потому что у нас не получается нормальные отношения строить. Это же вклад двух сторон, да, и самого ребенка, и нас. Это скорее маркер, что эти отношения не задались. Мы начинаем работать на эти отношения, как только ребенок начинает вот пяточкой, пальчиком трогать подростковый возраст, только начинает туда заходить. Мы как-то... Это тяжелая, это очень кровавая такая вот психологическая работа родителя, да, понять, что с одной стороны взят вектор на отделение, а с другой стороны нам нужно что-то делать, чтобы отношения сложились. Нам нужно для этого работать. Само по себе не получится. Ребенок уже не будет за нами следовать. Ему это уже не надо. Все, природа уже не знает, что ему с родителем делать, кроме как, да, уже взрослые какие-то отношения выстраивать. Вот здесь, наверное, и нужна какая-то рекомендация, когда, может быть, глаза родителя видят, что ребенок не совсем правильные шаги предпринимает. Ну, если мы не говорим про опасности сейчас, это за скобками, это тема отдельной программы, конкретные красные флаги и маркеры, но, тем не менее, что-то вот, скажем, там, не то, не знаю, синие волосы и так далее, да, это и желание, может быть, какой-то пирсинг, ну, условно говоря. И как в этом смысле сохранить уважение к другому человеку и понять, что вот этот маленький человек, маленький, в наших глазах всегда, наверное, маленький, да, в глазах родителя, как сохранить к нему уважение и отношение как к взрослому человеку, чтобы он не сбежал-то потом. Через интерес как минимум. Это же интересный человек растет, это наш человек, мы его как-то вот, да, в своей семье воспитывали, он вот такой вот получился, ух ты. Да, через вот это ощущение. Ну, давайте будем честны, например, подростки не самые лучшие люди, ну, правда. Вот это не самые классные друзья, это не самые лучшие собеседники, они неприятны. Природа даже задумала, да, сделать подростков неприятными. Им нужно сепарироваться, им нужен какой-то пендель, чтобы они из семьи выходили. Они должны быть нам не очень приятны, должны нам пахнуть плохо, да, звучать для нас плохо. И это нормально. Вот, но интересно, да, вот сунуть нос, а что у него такого нового, что я не знаю, а почему он такой сделался, да, а во что он может нас пригласить. А с другой стороны, да, быть вот этим плечом, говорить, да, ты можешь совершать ошибки. Это ужасно, вот иногда прям надо прям зажмуриться и убежать куда-нибудь, да, в туман, просто не смотреть на эти ошибки. А кто эти ошибки совершит? Ну, только наш ребенок набьет свои шишки. Но говорить о том, что да, я все равно тебя люблю, даже вот такого странненького, я все равно тебе помогу. Да, ты попробуешь сам, у тебя получится, прекрасно, я тебя поддержу, не получится, ну окей, будем разбираться. Да, я не сбегаю от тебя. Вот это, наверное, есть самое важное, да, для сохранения отношений. Это одновременно и взросление детей и родителей. Конечно. Спасибо огромное за этот разговор. Тема бесконечная, но я надеюсь, что что-то мы успели рассказать, и что-то наши слушатели возьмут на вооружение. Светлана Качмар, семейный психолог, была у нас в гостях. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю. До свидания. Внимание, внимание!
Говорит Москва. 94,8. 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Курской области после атак ВСУ повреждены жилые дома. В Рыльске FPV-дрон ударил по многоквартирному зданию. В результате выбиты стекла в 3 квартирах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что в Курске после падения обломков беспилотника повреждена крыша жилого дома. Кроме того, в поселке Юбилейном Курского района разбиты окна 6 частных домовладений, хозяйственная постройка и теплица. Пострадавших нет. По словам главы региона, в ближайшее время комиссия оценит ущерб, после чего восстановительные бригады приступят к ремонтным работам. На местах происшествий продолжают работать